Привет, ребята! Мы вещаем из нашей привычной студии. Да уж, как долго я этого ждал. Я в эфире «Горы новостей». И ее ведущие Никита Гуров и Аня Шакова. Впереди нас ожидает масса полезной информации, с которой познакомим тебя мы. И, конечно же, наши корреспонденты. Сегодня в выпуске. Как выглядеть модно парням? Какой секретный ингредиент скрывает шарлотка? Где приятно и полезно проводить время? И куда лучше пойти учиться, чтобы стать топовым специалистом? Все это и намного больше в «Горе новостей», так что смотри и не переключайся. Вторая неделя июля. Полет нормальный. Каникулы становятся все больше похожими на настоящие каникулы. Это точно, события набирают обороты. А мы от них не отстаем. Вот что я нашла интересного. Нижегородская учительница разобрала речевые ошибки Юрия Дудя. Оказывается, и у известного блогера не все идеально. Ну ты что? Он мой кумир. К примеру, в одном из роликов журналист спрашивал собеседника, закончил ли он учебное заведение. Татьяна Гартман объяснила, что в таком случае нужно использовать глагол «окончить». А вот, например, работу можно и окончить, и закончить. Оба варианта будут правильными. Ну я не верю, серьезно. Ты думаешь, я буду врать? А еще известный журналист использовал фразу «в скольки спектаклях», сделав ударение на последний слог. Учительница пояснила, что правильно будет сказать «в скольких» с ударением на первый. В общем, если вы мне не верите, смотрите сами. Слово очень актуальное для блогеров, которое не покорилось Юрию. Я тут читал, что фабрика троллей есть даже на Камчатке. Не троллей, а троллей. И, кстати, собеседник Дудя говорит правильно, что еще больше подчеркивает ошибку. За бюджетные деньги здесь функционирует фабрика троллей. Учиться нужно всем и всегда, но все равно он крутой, стильно выглядит и темы у него интересные. Кстати, о стиле. Если вы, парни, хотите быть не менее модными, то смотрите следующий сюжет. Да, я бы обновил свой имидж. Запомните меня с такой прической. В конце этого сюжета я буду неотразим, а вы узнаете о новых и модных стрижках для парней. Для моего тотального преображения я отправился в один из новых уфимских барбершопов. Для тех, кто не знает, хотя я думаю, таких уже не осталось, барбершоп – это модная парикмахерская строго для мужчин. Александр, что мы сегодня будем делать? Что-то мне кажется, что эти волосы нужно будет оставить, но не в такой здоровенной кондиции, которая сейчас у нас есть. Будет что-то в районе удлиненного классического варианта short back and sides. Как чаще всего стригутся парни примерно моего возраста? Обычно народ твоего возраста старается довериться мастеру, ну а дальше зависит исключительно от того, кого он выбрал. В этом году мода на мужские стрижки кардинально не поменялась. Но если хочешь быть в тренде, смотри и запоминай. Моду, как обычно, задают звезды. Как часто можно освежать свой образ, чтобы поддерживать красоту? Учитывая примерный рост волос человека 1,5-2 сантиметра в месяц, у тебя есть где-то в районе 3 недель на то, чтобы форма еще держалась и не терялась в копне того, что у тебя наросло. Что вы делаете, когда клиент приходит к вам и хочет, чтобы его постригли совершенно не модно? Но в такие моменты я считаю своим искренним долгом отговаривать этих достопочтимых джентльменов от подобных глупостей. Что вы можете посоветовать для укладки и ухода за волосами и чем лучше пользоваться? Ухода? Уход — это одна укладка, другое. Конкретно для укладки на светлых волосах, чтобы это не выглядело сальным, откажись от своего любимого лака. Это раз. Второе. Если ты хочешь более жесткую вариацию, ибо они мягкие и распадаются прямо по центральному пробору, прямо вот так, нужен либо вариант с глиной,
либо вариант с пастой. Рома, спасибо вам. Вы И очень вам. хороший мастер. Спасибо, а вы хороший собеседник. Не дольше, чем урок математики, длилось мое преображение. Думаю, что такой сеанс красоты придется кстати не только мне, но и вам, парни. Тем более, что впереди грядут праздники. В этом сезоне в тренде выглядеть вот так. Будьте модными и смотрите детскую информслужбу. С вами были Артем Яникеев, Аделя Сунаргулова, специально для Горы новостей. Артем, спасибо, классному мастеру попал, не только стильную стрижку получил, но и приятно поболтал. Теперь вы знаете, как будет круто стричься в этом сезоне. С нового учебного года студенты старших курсов педагогических вузов получили право преподавать в школах до получения диплома. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Ого, какие хорошие новости! Молодые учителя – это просто сказка. С ними и весело, и материал они как будто бы объясняют понятней. Согласен, преподавать смогут студенты 4 и 5 курсов педагогических вузов, успешно сдавшие сессию. Третьекурсники, обучающихся по техническим специальностям, смогут вести дополнительные занятия, то есть кружки, секции. И раз уж мы заговорили о профессиях, давайте разберемся, какие специальности будут максимально востребованы в ближайшее время. Пока 11-классники сдают экзамены, подают документы в вузы, предлагаю вам проанализировать рынок профессий и провести анализ, какие профессии будут востребованы через пару лет, когда я буду заканчивать школу. Посетив гору сайтов, я обнаружила, что год от года спрос на специалистов IT-профиля только возрастает. Больше всего современное общество, как выяснилось, нуждается в профессионалах, которые разбираются в контекстной рекламе, SMM-продвижении, занимаются развитием бренда и аналитикой Big Data. Big Data в переводе с английского означает «большие данные». Человечество состоит на пороге новой эпохи. Скоро вместо виджета погоды на экране смартфона будет появляться советы о том, что лучше надеть. Кстати, о здоровье. Последние события показали, что спрос на медиков будет всегда. Так что медицинские вузы будут в топе еще долго. Плюс ко всему, медицина будет перекликаться с компьютерными технологиями, появятся новые профессии. А еще будут нужны менеджеры по продажам, креативные дизайнеры, фитнес-тренеры, коучи и, конечно же, экономисты-бухгалтеры. Но куда конкретнее идти, какую сферу осваивать, решать только вам. Арина Закшевская специально для Горы новостей. Арина, спасибо. Но я бы все же продолжила свой телевизионный путь. Вот и продолжай. Следующая новость твоя. То есть у нас теперь строгая очередность. Ну ладно, хорошо. Поступающие в российские вузы школьники-волонтеры, а также студенты-волонтеры, планирующие идти в аспирантуру или магистратуру, могут рассчитывать на получение дополнительных баллов. Прикольно. Жаль, что я не волонтер. Я, кстати, во время пандемии задумалась об этом. Я бы могла выгуливать собак. Я их просто обожаю. И у меня у самой их две. Немецкая овчарка и Джек Рассел Терьер. Кто смотрел наши инста-эфиры, с ними уже знаком. Жалко, что с котами гулять не нужно. Я все-таки больше люблю котиков. Сейчас появилось такое понятие, как волонтерская книжка. Наличие в ней определенного количества баллов повышает шанс на поступление. А помощь бабушке считается? Чтобы отдохнуть, достаточно просто съездить в сад или на дачу. Стать маленьким флористом или же садоводом точно так же очень легко. Ну а если вы вампир, я вам не советую ездить за город. Ну, ребята, кто не понял насчет вампиров, объясняю. Здесь очень солнечно, а вампиры не любят солнце. Кстати, с собой можно взять своего друга. Ну, либо же кого-то больше похожего на человека. А вообще, на самом деле, это очень полезно, ведь солнечный свет как-никак витамин D, которого нам часто не хватает. Также вы можете сделать свою клумбочку, да или просто помочь родным в огороде. На самом деле, это тоже очень интересно. Мы вот эту грядочку вскопали и, собственно, коты наследили. Место преступления. Также в саду очень много живности. На самом деле, очень интересно за ними наблюдать. Вот вам тоже занятие. За снегом мы увидели гнездо дикого голубя, и он даже там сидел. Но опустив голову чуть ниже, мы увидели скорлупки от яйца. Представляете, кто-то вылупился. И каким-то волшебным образом в нашем скворечнике вылупились птенчики скворца.
Также вы можете задекорировать ваш сад, сделать его более эстетичным. Можно взять обычную корзинку, прицепить туда цепь и повесить на стену. Получится реально очень красиво. Кстати, здесь можно поиграть в разные игры на улице. Пандемия нам не помешает. Сейчас я расскажу о некоторых из них. Можно поиграть в игру «На что похоже облако». Вот чисто мне это облако напоминает круассан. Да, я всегда думаю о еде. Можно поиграть в разные игры с мячом. Да, игрок из меня, конечно, не очень. Здесь можно быстро принять форму, каждое утро делав зарядку на свежем воздухе. Это я вам гарантирую. Можно поприседать, потанцевать, еще поприседать. Ну и сделать выпады. А вообще у нас целый сюжет есть о зарядке. Можно еще побегать, как я. Надеюсь, вы воспользуетесь моими лайфхаками. Настя Бурмистрова специально для Горы новостей. Ну, а если вы все же стараетесь больше времени проводить дома, то у нас для вас есть совет. Можно поволонтерить на кухне, мама будет рада. Смотрите, внимание, рецепт авторской шарлотки от нашей корреспондентки Акелины. Сегодня я расскажу о том, как приготовить шарлотку, ведь это самое простое, что можно сделать на карантине, особенно если куча времени. Нам понадобится 1 стакан муки, 1 стакан сахара, 4 яйца, 0,5 столовой ложки разрыхлителя и 3-4 яблока, смотря сколько у вас получится теста. Для начала нам нужно смешать сахар и яйца. Все 4 яйца. Теперь вот эту смесь мы взбиваем. После того, как мы все это взбили, добавляем муку и разрыхлитель. И снова все это перемешиваем. Теперь приступаем к яблокам. Моем их и нарезаем. Вуаля! Теперь яблоки добавляем в тесто. Теперь мы смазываем форму маслом. После этого мы берем нашу шарлотку, ставим в духовку и включаем ее на 40 минут. Ну, 45 можно, в принципе. Надеюсь, вам понравилось и у вас все получилось. Кровавая Акелина специально для Горы новостей. Это были все новости к этому часу. С ними тебя познакомили Никита Гуров и Аня Шишакова. Включай Гору новостей и будь на вершине событий. Пока-пока.